Предполагаемую виновницу резонансного ДТП по решению Сыктывкарского городского суда взяли под арест на 2 месяца. Тем временем семьи пострадавших ищут свидетелей и видеозаписи с регистраторов момента аварии. Ольга Коняева о новых подробностях. Обвиняемая в резонансном ДТП под арестом. Об избрании такой меры пресечения ходатайствовало следствие, мотивируя тем, что подозреваемая может скрыться, а также оказать давление на свидетелей. Адвокат настаивал на домашнем аресте. Сама же Ирина Шеремет просила учесть мнение потерпевших. Суд согласился. Меру пресечения в виде заключения по старому срок 2 месяца, то есть по 30 ноября 2021 года включительно. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 3 суток со дня вынесения. Обвиняемая Ирина Шеремет, уроженка Инты, живет и работает в Сыктывкаре. Ранее не судима. На заседании выглядит подавленной, но в целом ведет себя спокойно. Занимает хорошую должность в крупной компании. Как пишут в соцсетях, супруга бывшего министра экономики региона, отчего резонанс произошедшего еще выше. Сейчас возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с составлением места аварии. Грозит до 12 лет заключения. Как утверждает сама автоледи, она до сих пор в шоке. Шоковое состояние случившееся, поэтому я не готова что-либо прокомментировать. 1 октября утром иномарка «Судзуки» сбила на пешеходном переходе 8-летнего мальчика. Затем набрала скорость и в результате насмерть сбила 38-летнюю женщину. Только лобовое столкновение остановило смертоносное авто. Сама Ирина Шеремет поясняет, что не понимает, как все это произошло. Ирина, скажите, пожалуйста, почему вы продолжили движение, когда сбили ребенка? Я не понимаю, что делала, поэтому я, наверное, была в состоянии аффекта, поэтому я понимала, что я торможу. Но машина вела себя иначе. Вы тормозили на тормоз? Я хотела затормозить. Или на газ? Нет, я тормозила, я на какую-то большую педаль нажимала. Но судя по камерам, машина неслась с большой скоростью. Я понимаю, да, я сама видела. Как считает автоэксперт Иван Паршуков, при повороте водитель не убедилась в том, что нет пешеходов. А пешеход был. Мальчик переходил дорогу по правилам, шел на разрешающий сигнал светофора. Не притормозила и в итоге сбила ребенка. Далее, судя по кадрам видеозаписи, видно о том, что автомобиль начал ускоряться, то есть набирать скорость. Говорить о том, что имеет место быть техническая неисправность тормозной системы, тут затруднительно. Почему? Потому что автомобиль после наезда при неработающей тормозной системе проехал бы незначительное расстояние, после чего бы он совершил полную остановку. А в данном случае, опять же, повторюсь, по кадрам отчетливо видно, что автомобиль начал ускоряться довольно-таки быстро. То есть что, перепутал педали или что? Вероятнее всего, да, водитель просто перепутал педали, газ тормозом, что привело к печальным последствиям. А далее хаотичное движение. Съехало на тротуар, интуитивно объезжая впереди идущее менее скоростное авто. Сбита женщина насмерть. Затем машина оказалась на встречке, где столкнулась с «Фольксвагеном». Там тоже есть пострадавшие, и их могло быть больше. Вот, например, еще одна запись с камеры наружного наблюдения. Отец с ребенком едва успевают отбежать от несущейся на них машины. Оставление места ДТП, неисправные тормоза или состояние аффекта. Причины выяснит следствие. Как говорят психологи, в состоянии панического страха действия человека непредсказуемы. Это зависит от многих факторов, в том числе от типа нервной системы и жизненного опыта. Был ли человек в экстремальных ситуациях? Состояние аффекта – это когда субъекту кажется, что вот сейчас что-то произойдет и надо себя защитить, надо что-то сделать для себя. То есть здесь работает инстинкт самосохранения. Так вот, либо напасть, либо убежать, либо впасть в ступор. Очень часто бывает такое, что вследствие как раз-таки панического ужаса, вследствие страха, вследствие перенапряжения нервной системы срабатывает гипертонус каких-то мышц, и человек начинает действовать совершенно неожиданным образом. У погибшей молодой женщины осталась семья, 2 детей, 14-летний сын и 5-летняя дочь. Жительница Эжвы, родом из Визинги, Сысольского района. Похоронить решили там же. В память о жертве ДТП создана группа ВКонтакте. Можно оказать помощь.
Пострадавший мальчик перенес операцию. Состояние стабильно тяжелое. На момент аварии у ребенка был отек мозга и другие травмы. Семья ребенка просит откликнуться. Свидетелей ДТП ищет записи с регистраторов с момента аварии. Ольга Коняева, Иван Беречевский, Вячеслав Беспалов, Артем Соколов, телеканал Юрган.